В актовом поселке Нюрбинского комбината на днях прошла встреча представителей Алроса с работниками Нюрбинского комбината. Там провели традиционный хозяйственный актив. Водители, горняки, машинисты, все, кто работает в Накыне, смогли напрямую задать руководству вопросы, которые их давно волнуют. О главных из них расскажет Анна Брянская. К собранию руководство подготовилось заранее. Из Мирного приехали представители общего центра обслуживания, бизнес-центра и Алроса-Торг. Напомним, недавно столовые в подразделениях компании перешли в ведение этого предприятия. Рабочие высказали пожелания по поводу обслуживания. И по столовой, да? Приятно питаться в АБК. Просто готовят шикарно, просто. Но здесь... Вот понимаете, вот две большие разницы. Туда придешь, приятно просто есть, комфортно. Женщина тут же бам-бам, следующий, все вот. Ну как-то нет, понимаете, мы все равно вдали от дома находимся, да. Охота тоже там как-то нормально, это человеческое нормальное отношение. У нас были и перестановки по персоналу, и тем более здесь количество проживающих увеличивается в этом модуле. Обратим внимание, изменим ситуацию. Работников также волновало заполнение новой формы больничных листов и переход на электронные трудовые книжки. Не остались без внимания и рабочие моменты. Отсутствие машинных деталей, которые необходимы при ремонте, неработающие кондиционеры на некоторых БелАЗах. Нарекания были и по спецодежде. Рабочая автобаза и ЦРГТО просили дополнительный комплект, на что получили положительный ответ. Директор Нюрбинского ГОКа отметил, что все производственные проблемы нужно решать в рабочем порядке, не дожидаясь хозактива. Показатели производительности Нюрбинского ГОКа с каждым годом растут. Анатолий Платонов на собрании рассказал, что сегодня руководство компании рассматривает вопрос строительства 2 жилых корпусов для работников. В скором времени накынцам проведут скоростной интернет. А главный форум компании «Хозактив-2020» пройдет 30 марта, где озвучат ответы еще на десятки вопросов работников. Анна Брянская, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный».